5400 – это только за отопление, представляете? Настоящий коммунальный шок испытали татарстанцы, получив счета за отопление за декабрь. Наиболее острое возмущение жителей проявилось в Автограде. Там это вылилось в прокурорскую проверку. Она выявила грубые нарушения в 3 управляющих компаниях. В одной выставили средний счет за прошлую зиму, в другой счета за невыкупленные квартиры раскидали на жильцов. В третьей в декабрьскую платежку частично включили услуги за ноябрь. По результатам проверки в адрес руководителей управляющей компании «Ремжилстрой», «Жилкомсервис» и «Махалля» внесены представления об устранении нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, с требованием произвести соответствующий перерасчет. Но в Татэнергосбыте говорят, это единичные случаи. В целом счета выросли по объективным причинам. Все дело в погоде. Декабрь был очень холодным. В среднем потребление тепла по сравнению с ноябрем увеличилось на треть. Начисления у нас всегда являются те показания, которые нам передают наши управляющие компании. Анализ на самом деле показал, что по декабрю месяцу увеличение составило по сравнению с ноябрем 31% в гигакалориях, соответственно, и начисления. Как отметили, январь ознаменовался еще более холодными днями. Поэтому со дня на день ожидается рост в платежках примерно на 8%. Но вполне резонный вопрос журналистов, что по данным Гидрометцентра январь был теплее, чем декабрь. Татэнергосбыт нашел, что ответить. Первое, расчетный период не совпадает с календарным месяцем и начинается с 23 числа. Второе, оказалось, что не все зависит от холода. В домах, где установлены узлы учета, в начислениях температура не фигурирует априори. Там есть узел учета, есть тепловычислитель, на который поступают данные с узла учета. Это также метеорологически проверенный прибор. Температура есть температура. Стало холоднее, больше заходит тепла в дом. Но в расчетах за поставленное тепло температура наружного воздуха не фигурирует. Чем холоднее температура, тем теплее теплоноситель мы поставляем. И, естественно, это все отражается в приборе учета тепловой энергии. Как пояснили ресурсоснабжающие компании, человеческого фактора, проще говоря, подкрутки, в этой системе быть не может. В старых же домах она вполне реальна, но проверка показала, такого не было. Специально смотрели еще раз, то есть, может быть, было какое-то там еще человеческое вмешательство, да, то есть, человеческий фактор. Такого нет. Поэтому оснований для перерасчетов на сегодняшний день нет. Всегда бывает зимой так, как зима начинается. Не знаю, что придумали. Раньше было хорошо, одну сумму брали каждый месяц, и летом, и было нормально. Очень много берет, если честно. Оплату я не знаю, какие цифры берут, невозможно, каждый раз добавляется. Отметим, что пока мы готовили этот материал, челнинцы уже успели получить январские платежки. Суммы за отопление теперь уже по сравнению с декабрем еще выросли от 100 до 500 рублей. На 3 раза, наверное, выше выросло. В прошлом году 1,5 платили за отопление, а в этом году уже почти 4 с лишним. Нам столько тепла не дают, сколько мы платим. Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в управляющую компанию или Татэнергосбыт, чтобы ознакомиться с порядком начисления. Напомним, что с 1 января вновь начали отключать услуги ЖКХ и начислять пени за просрочку оплаты. Мораторий вводили во время пандемии. Сегодня задолженность за отопление составляет больше 6,5 миллиардов рублей. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.